Дорогие журналисты, большое спасибо, что вы пришли к нам. И надеемся, все это сегодня, да, выйдет, как я понимаю, и статьи, и сюжеты, и так далее. Так, ну тема у нас называется «Пресс-конференция по межрегиональному форуму «Единение народов. Путь к процветанию России». Я бы хотел представить вам именно наших гостей, которые вам будут рассказывать о форуме. Итак, когда я буду перечислять, пожалуйста, аплодисменты. Итак, Анна Викторовна Вахрунова, руководитель стратегического проекта «Время быть», эксперт в сфере раскрытия ресурсного потенциала человека. Аплодисменты. Сотрудникова Анюта Ивановна, председатель Тамбовского отделения Ассамблеи народов Республики. Аплодисменты. Шамаева Вера Гивеновна, председатель Ассоциации корейцев города Якутска. Александр Григорьевич Подголов, председатель общественной организации «Русская община» Республики Саха-Якутия. Владимир Николаевич Васильев, он подойдет, мы его подождем обязательно. Это первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. И бурные аплодисменты, дорогие, Яна Викторовна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов имени Кулаковского. И слово я хотел бы передать Яне Викторовне. Прошу вас. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы сегодня собрались на пресс-конференции, посвященной мероприятиям 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Мероприятия, посвященные 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, пройдут с 1 по 4 ноября в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Ну, в первую очередь у нас пройдет 1 ноября большой этнографический самодиктант. Он проводится в России 4-й раз. 350 площадок будут работать в республике по этнографическому диктанту. И в где, значит, каждый, значит, желающий примет участие. 1 ноября у нас пройдет второй республиканский межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса», где, значит, примут участие 14 девушек из национально-культурных объединений. Приходите, это будет очень зрелищное, красивое мероприятие «Этнокраса 2019». 2 ноября, значит, мы начинаем межрегиональный форум «Единение народов. Путь к процветанию России». Значит, примут участие свыше 200, значит, человек. Это в первую очередь, значит, общественные организации, это подразделение Ассамблеи народов из Улусов Республики, это представители, лидеры национально-культурных объединений. Их у нас в республике насчитывается свыше 70. Так как мы проживаем в многонациональной республике, где проживает 129 национальностей, у нас действует в республике вот зарегистрированные 70 национально-культурных объединений. Их, значит, лидеры, их, значит, общественники, все, значит, принимают участие в межрегиональном форуме. Также экспертами выступают в межрегиональном форуме, значит, наши гости. Это из города Москвы, из Петропавловска-Камчатска, из Хабаровска, из Республики Алтай, из Республики Казахстан. И к нам еще приедет очень красивая коллекция из города Владимира, называется «Народный стиль». Это тоже общественный проект, значит, где будут представлены национальные костюмы 27 национальностей народов, которые проживают, значит, в Российской Федерации. Это будет очень красочное тоже зрелище. Приглашаем, значит, посетить вот выставку «Народный стиль», которая приедет из города Владимира. Так, основное внимание, конечно, это мы
уделяем нашему межрегиональному форуму, где, значит, будут обсуждаться все вопросы развития, да, гражданского общества. Ассамблея народов Республики Саха-Якутия является, ну, ключевым звеном, да, самогражданского общества Республики Саха-Якутия и в Российской Федерации. Наша ассамблея, ну, считается самым таким старейшим институтом гражданского общества в России, ну, который исполняется 25 лет. Да. Мы также готовим много круглых столов, да, круглые столы будут, дискуссии будут, дебаты будут. И, значит, молодежная ассамблея народов принимает тоже активное участие, принимают. И, конечно, приглашаем, чтобы на всех 3 площадках принимали участие, ну, журналисты, ну, СМИ, да, и чтобы это все хорошо освещалось. Также мы готовим, значит, флешмоб, который пройдет у нас перед Домом дружбы народов 2 ноября в 12 часов, а 3 ноября у нас будет прямой эфир на НВК Саха с 12 часов. Там будет, значит, ну, мы вместе 25 лет в течение 2 часов будет проходить прямой эфир, где тоже активное участие примут подразделения Ассамблеи народов из улусов республики. Пока у меня все. Спасибо большое. Передаю слово сразу Александру Григорьевичу. Прошу вас. Что я должен сейчас сказать? Сказать, я одобряю? Не, ну вы можете нам рассказать и журналистам, какие, может быть, что-то вы готовите, может, интересное. Мы принимаем все, как все общины, у нас нет какого-то выделенного мероприятия. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые сейчас перечислила Яна Викторовна. А так себя выделить у меня что-то в эти дни нет. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Передается слово Вере Гевеньевне Шамаевой, председатель Ассоциации корейцев города Якутска. Ну, мы тоже так же, как все общественные объединения национальные, принимаем участие во всех мероприятиях этих. Конечно, очень насыщенный план мероприятий, посвященный 25-летию Ассамблеи народов Республики, и интересные мероприятия будут проводиться. Я так думаю, что вот выставка национальных костюмов будет проводиться. Народный стиль. Да. Потом, значит, народных ремесел, да, будет проводиться. Потом выставка, значит, народной кухни в день проведения заседания, торжественного заседания Ассамблеи. Это, конечно, очень интересное мероприятие. Я думаю, что, в принципе, это 25-летие Ассамблеи совпадает с таким крупным праздником, как День единения народов. Да. И оно как бы вот как-то символизирует, потому что День единения и Ассамблея народов – это все консолидация всех народов, потом, значит, как бы пропаганда культур разных народов. Все-таки в Якутии и в городе в Якутске проживает очень много национальностей, и малые народности Кавказа, даже я как-то первый раз увидела, говорю, услышала, да? То есть это очень интересно, потому что мы познакомимся с культурой разных народов. И, в принципе, на протяжении вот этих вот лет, когда создавались народные общественные объединения национальные, они же создавались с малого. Сначала 2-3 общины создавалось. И постепенно, значит, мы как бы распространяя культуру своего народа среди своих, мы распространяли, значит, культуру, значит, историю своего народа, язык своего народа среди народов, проживающих здесь в республике. Поэтому это очень, очень интересно, я думаю, что это и познавательно в том же плане. И мы продолжаем узнавать все больше, больше и больше о культуре разных народов. Я думаю, это очень хорошее мероприятие. Спасибо. Я бы хотел передать слово нашей гости. Она из Москвы. Это Анна Викторовна Вахрунова. Прошу вас. Доброе утро, уважаемые присутствующие. Я рада поддержать такой большой праздник, юбилей
25-летия Ассамблеи народов Саха, Якутии, поддержать Дом дружбы имени Кулаковского, поддержать 30-летие Ассоциации коренных народов Севера Якутии и открытие 40-летнего, да, Яна Викторовна, творческого сезона Дома дружбы. В рамках этого форума, на полях этого форума мы организуем молодежную проектную сессию. Она называется «Голос моего народа. Сила, сознание и единство». Концептуально это мероприятие проходит в рамках стратегического проекта «Время быть» на площадке «Молодые исследователи мира». Ну, позволю, наверное, себе два слова сказать о проекте, чтобы было понятно, о чем это. Само название «Время быть». Полагаю, что наступило это время быть в контексте не казаться, не называться, не хотеть быть, а на самом деле являть свойства человека осознанного, мудрого и любящего. На сегодняшний день это концептуальное пространство, этот проект — концептуальное пространство бытийных людей, людей, которые состоялись в жизни, которые сформировали свой глубинный внутренний стержень, люди, которые на сегодняшний день являются примерами естественной внутренней такой самоорганизации. И в этом смысле в рамках проекта собралось достаточно уже такое звездное сообщество с точки зрения медийности. Я очень рада тому, что и время пришло, и мы готовы, и все к тому, чтобы каждый из нас, живущий в текущий момент, осознавал себя не просто маленьким человеком, но человеком, от которого зависит очень многое, в том числе в жизни своего сообщества, своего села, своего района, своего региона, своей страны и своего мира. Это все порядок внутри порядков. Данное мероприятие поддержано молодежными парламентами, региональными молодежными парламентами, считаю это важной целевой стратой на сегодняшний день. Это Республика Бурятия, это Республика Камчатка, и руководители молодежной палаты Камчатского края приезжают участвовать в нашем мероприятии. Это мероприятие поддержано представителем коренных народов, официальным уполномоченным по делам коренных народов в Камчатском крае Розой Михайловной Долган. Это мероприятие поддержано женским собранием, секцией «Женское собрание» парламентского клуба Федерального собрания Российской Федерации. Мы провели переговоры с клубом сенаторов Федерального собрания, поддержка тоже есть. Мероприятие официально поддержано Ассоциацией российских дипломатов. Это все дипломаты государства российского на сегодняшний день во главе с Игорем Васильевичем Халевинским. Эта ассоциация поддержана в творческой ассоциации мероприятия, поддержана Международной академией вокала Любови Юрьевны Казарновской. И мы пригласили на эту молодежную проектную сессию практически все молодежные организации, которые есть в Республике Саха. К участию приглашены Молодежная палата парламента Республики Саха, молодежное правительство Республики Саха, и они будут выступать. Мероприятие пройдет в формате панельного, в двух частях, в формате панельной дискуссии и такого небольшого практикума, который позволил бы молодым людям обратить внимание на тему раскрытия внутреннего собственного ресурсного потенциала, потому что глубоко убеждена в том, что эта информация, это осознавание себя как никогда нужны и важны именно молодым, для того, чтобы иметь верные ориентиры в жизни, для того, чтобы являть пример такой вот естественной самоорганизации и помогать своим сообществам становиться все более гармоничными, все более целостными и все более созидательными. Полагаю, на сегодняшний день это наиболее актуальная тема, как для каждого народа, так и для всего человечества. Благодарю за внимание. Спасибо большое. И аплодисменты. Спасибо. Я добавлю, да, вот в образовательном блоке, да,
межрегионального форума, значит, будет проходить семинар СМИ и СОНКО «Взаимодействие во благо развития гражданского общества». Значит, модератором там выступает Любицкий Илья Юрьевич, директор по маркетингу медиахолдинга губерния с Хабаровского края. Также пройдет семинар-практикум «Проблемы подготовки грантовых заявок среди СОНКО». Ну, чтобы как-то привлечь наших общественников, да, мы, значит, вот усилили вот образовательный блок. Да, спасибо, спасибо. Сейчас я бы хотел передать слово Анюте Ивановне, но после Анюты Ивановны, дорогие журналисты, вы можете задавать вопросы. Вначале, наверное, я задам один вопрос Александру Григорьевичу, но это после уже Анюты Ивановны. Итак, слово предоставляется Анюте Ивановне, председателю Тампонского отделения Ассамблеи народов Республики. Прошу вас. Добрый день, участники пресс-конференции. Я бы хотела вкратце рассказать. Во-первых, конечно, да, я от всего сердца от имени Тампонского отделения общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия искренне вас поздравляю с 25-летием. И очень отрадно, конечно, что именно 2019 год у нас объявлен годом консолидации, что именно в этом 2019 году мы отмечаем 25-летие создания Ассамблеи народов. Хотелось бы вкратце рассказать о Тампонском нашем крае. У нас муниципальных образований 9. Мы находимся на федеральной трассе. У нас проживают представители, более 53 представителей народов Российской Федерации. Да? Это по данным переписи 2010 года. Может быть, сейчас, конечно, изменилось, но тем не менее, по данным переписи у нас представители более 53 национальностей. Мы, общественники района, работаем, конечно, над положительным имиджем нашего района, стараемся участвовать во всех проводимых мероприятиях республиканского районного значения. И хочется отметить, что у нас развита промышленность, у нас есть шахта Джибарики-Хая, и у нас работает акционерное общество Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. И в 2016 году у нас подписано соглашение по социально-экономическому развитию. Да? Вот. И именно еще хотелось бы, что у нас именно при поддержке нашего главы Якова Иннокентьевича Степанова в 2018 году в октябре месяце разработана и утверждена муниципальная целевая программа с 3 подпрограммами. Программа называется «Развитие гражданского общества для гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в муниципальном районе Тампонский район на 2018 до 2022 годы». Первая подпрограмма у нас называется «Содействие развитию гражданского общества по укреплению межэтнических и межрелигиозных отношений в муниципальном районе Тампонский район». Вторая подпрограмма является это поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района. И третья подпрограмма «Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в муниципальном районе Тампонский район». Программа у нас целевая, как я уже сказала, и с финансовым обеспечением. На основании этой программы мы в этом году, 2019 году, провели работу именно вот касаемо по всем этим подпрограммам. К нам приезжали специалисты из города Якутска, да, и вот хотелось бы рассказать, что у нас выпущен разговорник на 4 языках. Это русский, венский, якутский и английский. И тут «Возьми меня с собой в дорогу». Вот такие вот у нас, как я уже сказала, что мы находимся на федеральной трассе, от нас далее идет Аймекон и далее Магаданская трасса. И у нас к нам приезжает очень много иностранных туристов, и поэтому вот такой мы разговорник выпустили, и как бы сохраняя имидж района, мы им дарим, что да, действительно у нас проживает более 53, вот, и вот в рамках тоже этой подпрограммы у нас выпущена памятка иностранному гражданину или лицу, да, вот 4 разных вида, да, вот иностранным гражданам, которые к нам приезжают, мы вот такие вот памятки, но это в рамках программы. Вот, и хотелось бы, пользуясь случаем, подарить Яне Викторовне торжественно.
Вот вкратце, вот так вот мы живем. Приезжайте к нам в гости. У нас народ очень гостеприимный. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну что, мы начинаем вопросы. И первый вопрос я бы хотел бы задать Александру Григорьевичу. Он является председателем общественной организации «Русская община Республики Саха-Якутия». Александр Григорьевич, вы уже год являетесь, если я не ошибаюсь, председателем общественной организации. Что за это время сделано, за это время и на будущие планы какие у вас? Ошибаетесь. Да? Не год? 2 года. 2 года, извините, да, 2 года за это время. Ну, а если говорить о последнем году, я уже столько раз об этом говорил, русская община выиграла 4 гранта. В этом году 2 из них мы уже реализовали, еще осталось 2. Один из них, это он посвящен как раз памяти и деятельности первого председателя русской общины, это Людмилы Герасимовны Медведевой. И 4-й грант – это популяризация и пропаганда русской культуры. Это будет при поддержке Дома дружбы народов. Это у нас сейчас уже объявлены конкурсы. Кстати, можете принимать участие. Это у нас первая номинация – это поэзия. Это все живущие в Якутии, пишущие на русском языке стихи. Второе – это проза. У нас уже поступили заявки. 3-е – это среди танцевальных коллективов. 4-е – это русская песня. Это, опять же, могут принимать коллективы. 5-е – это актерское мастерство. Это среди 5 театров, которые делают спектакли на русском языке. 6-е – это учитель русского языка и литературы, но не преподавание, а именно какой-то проект о русском языке. Ну, там, может быть, кружок ведет, может быть, они там какие-то стихи вместе пишут. Ну, уже есть предложение. И 7-я номинация – это преподавание русского языка и литературы в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Подведение итогов будет в январе месяце, а 10 февраля будет гала-концерт лауреатов и победителей этого конкурса. Ну и последнее. Мы выиграли на 2020 год грант президента России. И он называется, ну я сейчас уже закончу, он называется «Русский поэтический календарь». Это не просто выпуск календаря, а на самом деле это будет каждый месяц мы так или иначе будем праздновать день рождения какого-то русского поэта. И начнем мы с Александра Сергеевича Грибоедова. Вот. Ну, у него в январе, ну и у нас очень много будет день рождения, мы будем праздновать русских поэтов, ну, читать их стихи, притом это будут от детского сада, заканчивая пенсионерами. Конечно, очень много будет поэтов-фронтовиков. Бергольц, Твардовский, ну и другие. Ну, вот такой грант в России. Ну, и мы еще написали пару грантов. Надеюсь, что мы еще их выиграем. Хорошо, спасибо большое. Мы еще раз поздравляем вас, Александр Григорьевич. Так, ну что, дорогие журналисты, вопросы можете без микрофона задавать. Прошу вас. Я позволю, наверное, свой взгляд, да, из себя. Полагаю, что этническое многообразие, оно такое же важное, как биоразнообразие в природе. И вот в этом смысле унификации быть не может, поскольку поверхность, физическая поверхность Земли разная, ландшафты разные, и кормящий материнский ландшафт формирует и способ поведения в этом ландшафте,
способ освоения этого ландшафта и стереотип поведения в этом ландшафте, который, к слову сказать, записывается у каждого на генном уровне. В свое время я занималась научным исследованием на стыке этносоциологии и геоинформатики, и тема была сравнительный анализ традиционных систем этнического природопользования как возможность увидеть, каким образом человек осваивает ландшафт и каким образом благодаря этому способу освоения ландшафта формируется вся надстройка, весь культурный пласт, традиции, обычаи, то, что называется традиционными системами жизнеобеспечения. Очень интересный, кстати, вопрос. Он сколь объемный, затрагивающий глубинные темы для человека, темы его жизнеспособности. И эта тема на сегодняшний день, полагаю, является ключевой, позволяет задуматься нам о том, что делает нас на самом деле живыми, что наполняет нас жизненной энергией. Речь идет о базовых ценностях и смыслах, жизненных ценностях и смыслах. И здесь еще одна тема естественным образом возникает, это тема вырастания из такого вот сознания отдельности, местечкового сознания, назовем даже его, там, я не знаю, этнического сознания, до большого глобального сознания единства, что мы на самом деле все части, являемся все частями одного большого целого, мы все в одной лодке. И тогда это не тема унификации, а тема сохранения своих особенностей, понимания своих корней, откуда мы выросли, что питает нас смыслами и жизненной энергией. И тема расширения себя, расширения своего сознания до сознания единства и понимания, что Земля — это большой наш общий дом. Еще один момент, полагаю важным на нем сакцентировать, это в этом уже ключе темы жизнеспособности, колоссальный потенциал жизнеспособности коренных народов. В моем понимании коренные народы — это не только коренные народы, малочисленные народы Севера, там, Сибири и Дальнего Востока. Это все люди, живущие на Земле, осуществляющие с этой землей эффективный энергообмен, сохраняющие эту землю, благодаря в том числе своим многолетним вековым традициям и обычаям, сохраняющие память и осуществляющие эффективный межпоколенный энергообмен, межпоколенный диалог, когда у этого сообщества, которое научилось жить в непростых условиях, климатических условиях, есть не просто возможность жить хорошо, питаться, прокармливать себя, но и формировать на основе этого мощную философию, мощную мудрость и понимание этого мира. Вот одна из задач, возвращаюсь все-таки к нашему событию, одна из задач — обратить внимание молодежи на то, что дерево растет от земли до неба. Не от листиков к корням, а наоборот, от корней к листьям. И здесь понимание своих корней, осознавание себя частью, в том числе и родной земли, ландшафта, позволяет молодому человеку укрепиться, утвердиться, найти внутренние точки опоры, идти, раскрывать себя и покорять мир. Благодарю. Надеюсь, ответил. Спасибо. Сюсанна, может, есть вопрос для Якутии-24? Я, наверное, не могу говорить за официальную национальную политику, поскольку не являюсь человеком, который занимается официальной национальной политикой. Я, наверное, все-таки смотрю в поле причин, в поле смыслов, потому что если у человека вот этот внутренний порядок выстроен,
что первое, что второе, что третье. Тогда мы все будем в порядке, вне зависимости от того, каков там, я не знаю, официальный тезис. Да? Официальный тезис прекрасен. Все слова правильные сказаны. Конституция Российской Федерации, региональные законы. Я в свое время курировала социальную политику, занималась законодательной аналитикой 7 лет. Я хочу сказать, что все это существует. Дело в том, как это воспринимается человеком. В первую очередь человек и его внутреннее состояние. И если человек гармоничен, если человек целостный, если у него вот это вот целостное видение мира присутствует, тогда такой человек никогда не будет источником раздора, источником чего-то такого, что напрягает, да? Того, что искажает. Такой человек – источник естественного, нормального человеческого общения. Вот полагаю, да, еще раз позволю себе все-таки это, наверное, существует порядок. Мы ведь не просто национальности, заметьте, обратите каждый присутствующий здесь, мы не просто национальности или представители разных национальностей. Я бурятка, я выросла на берегу Байкала, да, рядом со мной росли представители более 100 национальностей. Республика Бурятия тоже многонациональная, так же, как большая, великая многонациональная Якутия. Ведь заметьте, ничего нам, если мы вообще не вспоминаем, какой мы национальности, не мешает просто общаться и взаимодействовать, в том числе посредством великого русского языка и вот этого пространства, да, которое величайшее пространство духа, в том числе Россия – это мощное пространство, единение, действительно. И тема форума об этом. Я сейчас о чем? О большем порядке, о большем глубинном взгляде, про что это жизнь. Смотрите, этничность – это один из пластов нашего самовосприятия и бытия, да, бытийности нашей. Вначале, в общем знаменателе, мы просто люди. Оттуда идет разделение по форме, мы мужчины и женщины. И это тоже форма нас обуславливает однозначно. Но она не является определяющей для нас, потому что и мужчины, и женщины тоже могут нормально общаться, правильно? Если не наступает в голове искажение, как отрицание противоположного пола, примеров не из числа, да, на сегодняшний день. Это внутренний непорядок, я полагаю, это мое мнение. Дальше мы идем, и мы начинаем, человек идет по поверхности земли, а там разные ландшафты. Горные люди не равны степным людям. Не равны, имеется в виду, это абсолютно разные условия для жизни. Не так же, как речные люди отличаются от людей океанских, степняков или там людей, живущих в пустыне. Следующий уровень. Мы разнимся по профессиям, правильно? Мы каждый в какой-то профессии представлены. Дальше идут там хобби, любители кошек, собак, цветов и так далее, и так далее. Но человек, который любит кошек, не очень договориться с тем, кто совершенно увлечен, там, я не знаю, цветами, горшками, еще чем-то. А еще если сойдутся любители кошек и собак и представители коренных народов, да, это как дроби с разными знаменателями, они не складываются. И наоборот, как только мы в состоянии внутри себя увидеть, что мы и то, и то, и то, и осознать свою основу, что в основе мы просто люди. Вот просто человеку, папа мой говорил всегда об этом, давно ушел из жизни, да, но был таким моим большим учителем. Всегда говорил эту фразу: гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Вот в точке сборки «я человек» мы совершенно спокойно встречаемся, объединяемся, делимся, каждый своим, из своего культурного, национального, из своего человеческого опыта. Ничего не мешает людям общаться, если только внутри у человека порядок. Вот об этом порядке речь. Гармония, да. Да. Еще раз. Отличный вопрос, супер вопрос, прекрасный. Приходите на наше мероприятие. Да, вот во второй части мы будем как раз говорить о практических инструментах, благодаря которым человек так выстраивается. Спасибо. Спасибо большое. Еще будут вопросы? Если нет, то Яна Викторовна, в завершении. Прошу вас. Ну, в завершении что? Приглашаем всех на наше мероприятие 2 ноября на межрегиональный форум. Начнется с 10 часов в Доме дружбы народов. Ждем вас. Спасибо. Все, большое спасибо. Всего доброго.